Здравствуйте, меня зовут Ольга Руденко, и я в компании Visa отвечаю за продукты для бизнеса. Наверняка у каждого из вас в кошельке уже есть карта Visa, которой вы оплачиваете ежедневные личные расходы. Так вот, для оплаты расходов, связанных с бизнесом, у Visa также есть решение – карты Visa Business. Такие карты можно открыть любому сотруднику предприятия, при этом карта всегда будет привязана к корпоративному счету или счету компании. Карты Visa Business бывают дебетовые с использованием собственных средств предприятия или кредитные с возможностью получения дополнительного финансирования со стороны банка. Бизнес-картой можно оплатить любые расходы, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия. Так, например, если данную карту выпустить водителю, он может оплачивать ею топливо, станции техобслуживания, штрафы или платные дороги. Офис-менеджер на предприятии может осуществлять закупки кофе, воды, канцелярии в офис. Также с помощью данной карты можно оплачивать продвижение бизнеса онлайн, рекламу в Google, Яндекс, любых маркетплейсах или социальных сетях. Бизнес-карты Visa имеют массу преимуществ, но прежде чем поговорить о них детальнее, хочу поделиться с вами одним маленьким секретом. Такие карты не только помогают вам в ведении бизнеса, но и способны решать ваши личные вопросы. Совсем недавно мы дали возможность держателям бизнес-карт пользоваться услугами виртуального помощника Visa Concierge, который умеет практически все. Заказать такси, забронировать столик в ресторане, доставить цветы вашей маме или выполнить более сложную задачу, например, подобрать того или иного поставщика или проверить контрагента для бизнеса. Одним из ключевых преимуществ для предприятия является возможность удаленного управления счетом и своевременного пополнения средств. Это особенно актуально для периода карантина и удаленки. Например, ваш маркетинг-менеджер, работая удаленно, ежемесячно должен оплачивать услуги, связанные с деятельностью сайта, поддержку, хостинг и онлайн-рекламу. С картой Visa Business вы можете пополнить его счет в любой момент и при этом не задерживать оплату данных услуг. Также карта Visa Business позволяет предприятию оптимизировать расходы по выдаче командировочных и упростить бухгалтерский учет. Для сотрудника же компании основными преимуществами являются разделение личных расходов и расходов предприятия и безопасность. Очень часто под отчет сотрудникам компании выдаются крупные суммы наличных, которые иметь при себе физически рискованно. Карта Visa Business позволяет избежать этого риска, тем более, что снять наличные по ней можно в любой момент и в любое время. Но это далеко не все преимущества. Как банки, так и платежная система предлагают владельцам бизнес-карт дополнительные возможности. Например, некоторые банки выпускают карты с бонусными программами или кэшбэками, или же предлагают льготные тарифы на использование некоторых бизнес-сервисов. Visa, в свою очередь, предлагает ряд скидок и специальных предложений для держателей бизнес-карт, которые позволяют оптимизировать бизнес-расходы предприятия. Например, очень классное предложение от компании SendPulse. Депозит на email-рассылке в размере 7500 тенге. Или же скидка 15% на онлайн-бухгалтерию Бухта. Более детальную информацию о скидках и специальных предложениях можно узнать на нашей платформе поддержки малого бизнеса или же в чат-боте Visa Concierge. Обращайтесь в свои банки, открывайте карты Visa Business и делайте ваш бизнес еще эффективнее. А про особенности операций с картами Visa Business расскажет мой коллега Дмитрий Казанцев. Давайте в этом уроке с вами поговорим про корпоративные карты и карты ИП. Не так давно в Казахстане прошла новость о том, что предпринимателям запретят в предпринимательских целях использовать свои личные карты физического лица. Ориентировочно все это произойдет в начале 2021 года. И здесь мы понимаем, что каждый предприниматель, кто хочет принимать переводы на свою карту, нужно будет открывать счет ИП, о котором мы с вами уже разговаривали. Ну и, следовательно, у многих ИПшных счетов есть преимущество, что напрямую привязана корпоративная карта. И все, что есть у вас на счету, сразу же есть на карточке. В чем ваше преимущество? Что, во-первых, вы точно так же с этой карты можете сделать перевод на свою карту физического лица, и в большинстве банков эта услуга не требует какой-либо комиссии. Но на самом деле даже не надо делать перевод, потому что этой картой вы можете рассчитываться точно так же полноценно в любом магазине, в любом бутике, в интернете, что это полноценная платежная карта. Но самое главное преимущество, что она напрямую привязана к вашему расчетному счету, что чтобы снять деньги, вам не надо ехать
непосредственно в банк, заполнять чековую книжку, как это было раньше, снимать деньги и тратить на это много времени, что деньги всегда у вас под рукой. Также бывают бизнес-карты, которые не привязаны напрямую к счету. И здесь вы можете со своего банк-клиента перекидывать нужную сумму денег на корпоративную карту. Для чего это удобство? Во-первых, доступ между счетом и карточкой у вас есть фактически 24/7. Нужную сумму денег вы всегда можете перевести с счета вашего ИП на эту карту и рассчитаться. К примеру, ваши сотрудники уехали в командировку, либо за закупом товара, и вы не хотите, чтобы у них была вся сумма на руках, либо сразу вся на карте. В этом случае очень удобно, что вы выдаете корпоративную карту своему сотруднику, он едет за закупом товара, и вы перекидываете только нужную сумму с счета, он рассчитался и карточку вам вернул. Это большое преимущество, кто часто занимается закупом. Также на некоторые корпоративные карты, это надо узнавать, вы можете промониторить в любом банке, иногда есть тоже кэшбэки, которые банки вам дают. И если вы будете эту карту использовать в предпринимательских целях и делать закупы товара, то, конечно же, это преимущество в том, что вы сможете легко получать бонусы. На корпоративные карты у многих банков также предусмотрен банк-клиент, с помощью которого вы можете оплачивать налоги и другие платежи, опять же никуда не выходя, не перекидывая деньги. То есть мы понимаем, что предпринимательская карта или бизнес-карта, она по сути физически сильно не отличается от обычных карт физического лица. Но и тем более мы сейчас с вами понимаем, если законодательно нам запретят в предпринимательских целях использовать физические карты, то самое время сейчас позаботиться о том, чтобы открыть счет ИП, если у вас нету, и, следовательно, для удобства выпустить бизнес-карту. В большинстве банков бизнес-карта выпускается бесплатно, и обслуживание первый год тоже полностью бесплатно. Карта предпринимателя, бизнес-карта, действительно очень удобна и альтернативный способ приема денег и расчета с вашими поставщиками.